проезжая мимо этой горы, я частенько вспоминаю, и вот здесь вот в этой книге и моя статья, хорошая, между прочим. Я сегодня в Казахстане разговаривал даже, я говорю, возьмите и сократите немного, дайте в Казахстане. Вот, может быть, и дадут. Вот это, наверное, читали вы. Да, читал. Раз вы с Кондратьевым связаны. Да, читал. Кондратьев очень, конечно, человек дорогой, очень уважающий нашего Ухсая. Вот Ухсай, он такой человек. Тагир Исмагилович, а вот вы ведь тоже писатель, кроме того, что вы высокое должностное положение занимали, вот, вы писатель, вот коллеги были, вот на съездах, наверное, встречались, и Да. в неформальной обстановке Да, встречались. да. Вот о чем разговоры чаще всего происходили? Ну, он еще, наверное, и как бы пользовался вашим положением, так может быть. Я говорю, какие он вопросы мог решать. По-моему, он такими корыстными своими вопросами ко мне не обращался. У него самый корыстный вот это, где его похоронить было. Остальное он ругал. Не меня только, он всю политику нашу ругал. Вот. Он очень любовно сам относился к природе. Не только к природе, вот, окружающей среды, к природе человека. Этот, он же очень тяжело переживший годы 37-е. Он же один из авторов письма Сталину. Такое письмо было написано. И потом его посадили. Между прочим, я еще скажу, у нас дома, у меня бывал Петр Хузангай. Хузангай знали вы? Да. Ну, лично нет, но... Они вместе писали вот это письмо. А вкратце, о чем там суть была письма? Содержание письма? Ну, содержание письма, это, ну, письмо Сталину, это, конечно, Это... восхваление Сталина. Ага. Это, ну, тогда многие писали, по существу, все национальности. А это письмо чувашского народа великому вождю Сталину. Это действительно очень много больших изменений было. Чуваш стал совсем человеком другим за короткое время. Вот об этом и писалось. Между прочим, в 50 каком году сейчас 53-55 годы я впервые был в Чебоксарах и был поражен изменениями, которые произошли у чувашского народа благодаря советской власти. У нас, например, в Башкирии тоже много чувашей. Но они какие-то некультурные, отсталые были тогда. Они сейчас только выглядят наравне с другими. А мы вот тогда приехали в Чебоксары, кстати, с этим, на съезд Рапселькоров я приехал, потому что мы тут очень большие дела по Рапселькорам делали. Мы с Семеновым приехали. И я там выступил еще, добавил по-чувашски выступление о дружбе народов, что и в этой дружеской обстановке нам только малова и никаких каялла, в общем. И гром аплодисментов. И Суков уже был тогда первый секретарь. Мы очень удивились, что наши чуваши, башкирские, отсталые, что у нас
оказывается, вот что такое Чувашская республика. Когда люди одной национальности сосредоточены и живут вместе, они могут чудеса творить. В то время уже Чувашия имел орден Ленина. Вот этот город Канаш построился. И от Канаша до Чебоксар великолепнейшая шоссейная дорога была. У нас еще таких не было дорог. За Чувашия имела орден Ленина за строительство дорог. Мы очень удивились. И когда потом я еще изучать начал, оказывается, самая густонаселенная территория Советского Союза это была Чувашия. Густонаселенная, тесно населенная. Я гордился, конечно. Вот мы гордимся татарскими деревнями. Ты ведь бывал, наверное, всегда вот на окнах цветы. И очень красиво это смотрится. Это мы видели в Чебоксарах и чувашских деревнях. Тогда уже. А у нас еще не было этого. Ну еще чего. Яков Гаврилович, это ведь когда, если бы мы редко встречались, я бы мог о нем рассказать. А так мы часто встречались, он часто бывал у меня дома, он бывал, на работе бывал. Сейчас я... Не найдешь ведь еще. О. Вот здесь, по-моему. Ага. Тут автор. Так. Вот это значит. Да, вот возле обкома. Ага, возле обкома. Угу. Еще я нашел чего туда-то. Вот это прибытие чувашской делегации. Это 81 год, да? Ага, 81 год. У меня, я смотрел кинохронику. Да. Вот это про мероприятие. Это такое хорошее мероприятие было. Да, теперь не снится такое грандиозное мероприятие. Да. Наш перечитал когда-нибудь? Да, конечно. Ну, а вы наизусть еще знаете, да, эти? Знал, я сейчас не могу уже. Шарлат Крылец, Цимберман. Я в обкоме, когда чувашская делегация писателей приехала, я их принимал, им прочитал наш СПИ на чувашском. Они опешили его. Наизусть. Сами ведь много и не знали. Ну да. Это общая беда писателей, они друг друга не читают. В общем, хороший был человек Яков Гаврилович, и хорошо, что его не забывают. Не забывают. Вот у нас сейчас, конечно, не в Бишбулякском районе, а Слабаш раньше относился к Бишбуляку. Сейчас к Белебеевскому. Белебеевцы тоже не забывают. Потом мне же повезло. Я в 40 каком году, это 47-й, наверное, ну да. Весенний сев проводил в качестве уполномоченного райкома, райисполкома. Был в Слабаше. Вот это Атласов, по-моему, да? Про Атласов, вот, лейтенант или уполномоченный Атласов, да, у вас герой? У вас повести где-то есть это? Это у меня повесть. Автобиографический, да? Да. Я читал в журнале Ялов, там когда-то печаталось это на чувашском языке. Вот Ялов тоже, у меня же этот
эту Галию Львов переводил. Мгм. А этот, я говорю, вы сказали, зачем ты ему отдал? Я говорю, я не отдавал, этот писатели сами взяли. Тот взял и перевел. И хотел он сам перевести. Мгм. Он же очень хорошо знал языки наши. Мгм. Он же работал в институте истории языка и литературы. Мгм. Ну, он что-то не успел. Я даже ему дал экземпляр на татарском. Мгм. Он в один из приездов мне привез обратно. Я говорю, сейчас не могу, в общем, я занят и так далее. И потом еще он побаливал, неприятности у него всякие бывали. Мгм. Мы с ним на съездах, конечно, очень часто встречались. На каждом съезде. Я же участвовал на всех съездах российских и союзных писателей, ну, в общем, и композиторов всех. Вот. А он на писательские съезды всегда приезжал, и мы с ним обнимались, целовались. Конечно, ходил иногда тяпнувший. У него человеческая еще слабость такая, что Мустай смеялся все. Сам когда пил, он уважал пьющих. А вот сейчас бросил и ругает всех, кто выпьет немного. Никому не разрешает. Вот. Мустай говорит, а я по отношению к ним более демократичный. Сам пил, вот бросил и понимаю, что не пить тоже нельзя. Вот я, говорит, Ухсая хочу воспитать вот в таком духе. А Ухсай, конечно, он плохо говорил еще. Однажды вот в Кремле Георгиевскому залу задержали его. Почему-то он опоздал, и я опоздал, пришел. А здесь эти КГБисты, они. А этот тяпнувший немного. После обеда же. Ну, я говорю, вы бросьте, вы кого задерживаете? Да вот товарищ, не понимаю, что он говорит. Он, и вы не поймете, потому что это Ухсай. А что такое Ухсай? Я говорю, это не вашего ума. Пошли, я говорю. И КГБисты остались разинув рты внизу. Потому что Ухсай был, он на вид-то как человек, которого нельзя трогать. Хороший был. Хороший был мужик. Вот вы несколько раз говорили, сказали, вот хороший человек, хороший мужик, хороший... Вот, что именно, вот, если в деталях, в чем это проявлялось, вот, ну, в нескольких деталях? Как себя держал, как одевался, как говорил, как образ жизни, что в нем вот это, что значит хороший? Вот здесь что он мне написал-то? Это какой там интересный? Это второй. А вот первый, что там написано. Так, сейчас поглядим. Тагиру Ахунзянову, талантливому другу, весьма хорошему человеку. Яков Ухсай, 16 января 1984 года. Вот Ухсай не такой человек, чтобы каждому дарить такие слова. Это очень скупой на похвалу человек был. И я горжусь тем, что он меня назвал, во-первых, талантливым другом, во-вторых, он назвал весьма хорошим человеком. Это уже говорит, плохой человек не может сказать хороший о человеке. Даже вот на Алиев есть Мухаммед, татарский писатель. Отвар атламасинде, мине синга, сине минга, ятвар махтамасинде. Это только умные, дорогие люди о других говорят, хорошие слова.
Он очень внимательный и очень понимающий, что ли, относился к нашим участиям в боях. Мне приходилось вот очень тяжелое время, 42-й год, в штыковую атаку ходил. Когда вот отдельные куски я ему рассказывал, он просто чуть не плакал, обнимал прямо. Он переживал так же, как я сам переживал. Вот этого Иванова, с которым мы за одним пулеметом лежали, он все хотел посмотреть, покажи мне, покажи, что за человек у тебя. Он, может, даже видел его, потому что Кайраты же недалеко. Да, рядом. А тот был Иванов учителем, наверное, он его видел. К сожалению, сейчас его нет. Вот эта черта хорошая. Потом же, вот у меня отец был. Отец погиб на фронте. А еще совсем молодым учителем, я, как говорилось, вот у нас в Мусино бывал и с моим отцом чай, они бывало сидели, пили. И последние годы, когда уже вот 3 брата, они погибли на фронте, и осталась в живых бабушка наша, это жена второго брата отца. Вот я, к сожалению, сдал все это в архив. Это очень хороший снимок этой женщины. Вот. У него же друг был, этот чувашский фотокорреспондент. Исаев. Исаев. Вот, тот делал. И у меня они сейчас еще искали нам. Есть разные бытовые снимки у Исаия. Любил он, хороших людей любил. Он простых людей любил. Не начальство, а с начальством он ругался только. Со мной он тоже ругался, как с начальством ведь. Вот.